Ну вот он, Нижний Оздик. Это горы, Ингушетия. Ну чё, вперед в гору, куда еще? Куда еще можно ходить в горной Ингушетии? Только в горы. Давай, придется зигзагом опять идти. Пошел я потихоньку. Ну, с какой стороны зигзаг начнем? Справа. Ну давай отсюда пойдем, туда пройду. Нижний Оздик. Нижний Оздик. Посмотрим. Хорошо, что туристов сюда не возят. Вон, основной Тхаба-Ярды, Вовнушки и Эйгекал. Но остальных местов им недоступно, и это хорошо. Мне это больше нравится. Ну хорошо здесь, доступно. Пойдем. О, Цейловам. И пойдем по тропинке. Склепы. Но их еще в советское время обследовали, а по-другому сказать, вычистили. Земля прямо усыпана лучой, но здесь она мелкая по сравнению та, которая была в Цоре. Там прям как слива была большая, а здесь такая мелкая. Жена меня наругала, говорит, почему не нарвал алычу в этом, в Цоре. Так, куда я иду? Тут? Или там? Пойду я здесь, наверное. Вот. Да, тут типа дома отдыха построили. Крутой такой. Современный. Баскетбольная площадка, волейбольная площадка. Тут вроде раньше пионер-лагерь был, я не знаю точно. Не могу сказать. Вот. А дальше Лейми. Это Цейлоам. Это жилая башня Оздик. Это боевая башня Нижний Оздик. Ну вот, это красоты Ингушетии. Вот, да, сюда на мысочек встану. Вот такая, это уже Цурейлам. Там забывай, как-то Бархалы, Барханы. Не знаю, короче, вот эта башня там. Ну вот. Тут дорога, пограничники проехали. Пойдем потихоньку. Но эта башня вроде не реставрационная. Жилая. Сейчас подойду, гляну. Ну вот, я уже подхожу к ней. Тут тропинка, конечно, для горных козлов. Ну вот, но она неплохо сохранилась. Вот. Эта башня жилая, можно даже зайти туда, посмотреть. Уже вижу бревно. Ну, вообще-то сохранилось, но не навечно. Зайду. Вон перекрытие сохранилось еще. Вот так вот. Папоротник. Миллионы лет растет уже. Здесь вот такие красоты.
Ну да. Это подвал. Я нахожусь в подвале. Вот. Одна балка громадная, большая идет, а здесь уже полностью вот полк. Большая балка вот такая вот проходила поперек. Бревнышки ложились как бы жерди. А это уже пол там настилали, в смысле глиной, соломой. Ну, как у нас саманные дома есть, вот это обмазывали. Так как в хомяке, там посмотрите на моем канале есть, там сделаны. Похоже, я больше и не видел, что так сделали. Не сделан, он там просто бревна лежат, без всякой обмазки глиняной. Вот, такие красоты. Вон вверху я вижу этот склеп стоит. Но я туда, конечно, не пойду, я сюда подойду, посмотрю на вот эти останки жилой башни. Или она даже полубоевая, наверное. Ну да, машикули, да, вон по углам вроде как машикули были. Это полубоевая башенька. Красивая, хорошо, что она сохранилась здесь на виду. И ух ты, как здесь. Сюда. Вот она. Да, это вот столб стоит не просто столб, тут же это центральный столб, он подпирал пол. Ну, настил был где-то как-то. Интересно, вот это вот я уже в Косте видел, в стороне столбы стоят для чего-то. Они же не просто стоят. Ладно. Зайду сюда, гляну. Заходить не буду, тут заросло все. В смысле, вот. О, можно было с той стороны. Да, все держится на честном слове, лучше отойти. Ой. Останки стены, крепостной стены. А, тут тоже не подойти. Что за что заперся? Вообще, вроде как малина была. Да, ну подойти можно, смысла. Сюда подходить. Красоты Ингушетии незабываемые. Тропинка пошла, и я по ней пойду. Ага, там еще одна Паша. Ой. Это что, яблочки? Точно какие-то яблочки. О. Совсем малюшки. Дикие яблочки. Опа. Это еще одна башня. Если вот так смотреть, вот эти вот отверстия крупные в стене, это вставлялись бревна. Был настил, было типа крыльца. Здесь смотрим на окошко, по бокам два отверстия, вставлялись бревнышки, было крыльцо. Я так понимаю. Жаль, что здесь не спуститься, обойду стороной, посмотрю. Вот она, та же башня, с другой стороны. Так, это южная, получается, сторона. Хоть бы не провалиться в какой-нибудь Зимбаб, оставшийся средних веков. Кто его знает. Ну, крепкая большая башня была. Ну вот, я вышел с другой стороны. Сейчас обойду здесь и буду спускаться вниз уже к мотоциклу. Крепкая здоровенная башня. Вон какая она. Вход, он есть вход. Ой. Вот вход.
Давай уже прошел, так загляну хоть. Ух ты! Вот это красота! Вот это красота здесь. Вон еще вход завален, переход, наверное, был в другую комнату, что ли. Вот и здесь он понастроен. Этаж. Ну, это, наверное, подвальное помещение опять же было. Ну да. Вот. Ой, камешки сыпятся. О. Корова, как они тут ходят? Вопрос, как мне спускаться. Эти репьи меня уже достали. Я весь в репьях, как животное на пастбище. Там закрыто, мне понятно, что закрыто. И, ну, я тут здесь подымусь, и там можно спуститься. Опа. О, туда заглянуть можно. Оказывается, решетка сделана. Ну, это хорошо. Вон как там интересно было. Проход туда. Там вверх. Ну да, шикарная башня. Ну, правильно сделано с одной стороны. Ну, надо экскурсии водить, наверное. Все-таки собирать экскурсии, сделать дорожки, делать доступ, делать безопасность. И водить экскурсии. Ну, я думаю, со временем так и будет. Вот. О, вышел на такой парапет шикарнейший. Вот, и теперь я вижу, что это боевая башня, Нижний Оздик. Это жилая, довольно крупное общежитие было. У меня все в голове крутится. Здесь она реставрирована. Ну и неплохо. И как бы старый этот. Я не вижу цемента, прям особо там ругается. Цемент. Ну, может, сейчас старый цемент уже делать. Кто его знает. А это рядом полубоевая или жилая. Ну, обычно полубоевая, наверное, рядом. Вот. Мотоцикл стоит на месте. Опа. Прыг. И вниз. Вот опять эта красота. Уже снизу я обошел. С другой стороны. Это башня жилая. Это алыча растет. Ну, наверное, пускай она растет. И дальше. Вот. Шиповник остался. Уже. Нет, еще не готов. Да, вот эти две башни отреставрировали. И, ну, в принципе, и хватит, наверное. Что ж, все ж не сделаешь. Пошел я вниз. Тут дорога через заросли лучи была. Заросли, вернее, заросло капитально, конечно. Вот. Ну и вышел туда же, где я подбирал алычу. Вот этот вход. Нормально. В принципе, доступно. Доступно все здесь. Вот. Ну, еще раз иду и сюда гляну. Вот. Тут такое красивое место. Вот. Засыпали полностью. Полностью засыпаны. Там река бежит. По идее, Салги-то бежит ведь. Вниз бежит, ну да, Салги. Это где я сейчас был, там Салги. Вот.
Я говорил, крепостная цена. Да нет, это не крепостная, это склеп. Склеп сделанный здесь. Почему-то окошко туда было выведено. Я подумал, что это окошко не совсем обыкновенное. Но склеп засыпанный полностью. Опа. Ну вот еще раз показываю Нижний Оздик. Ничего, хорошо сделаны. Это хорошо, что восстановили, отреставрировали. Будет стоять мой маленький пони. Стоит. Поедем домой. Так, мне надо там тронуться туда, в ту сторону, и там где-то развернуться, что ли. Фу. Время 4:30. Ну, вон там развернусь я. Разверну его я там. И видно будет потом. Потом поедем домой, наверное. Пора уже. Весь в репьях. Я и куртка, и мотоцикл. Меня под мышками колет.